Ассаламу алейкум, я вас всех приветствую. Я хотел бы вам зачитать одну статью, она называется «Заговор». Она относится к 1992 году, Осетино-Ингушскому конфликту. Несмотря на то, что было расследование Генпрокуратуры Российской Федерации по Осетино-Ингушскому конфликту, осетинская сторона не перестает делать информационные вбросы, обвиняющие ингушскую сторону в агрессии. Насколько я знаю, в Осетии есть учебник истории Осетии, страница 181, 182, 183, имеющая наглость обвинять ингушскую сторону в ингушской агрессии против Северной Осетии. На этих страницах написана явная чушь, ересь, которой просто можно посочувствовать, такой ереси, придумать такое. Но раз вы так настаиваете на том, чтобы услышать правду, я вам зачитаю статью, которая называется «Заговор». Это истинная правда, оно так и есть. Некоторые осетины, доброжелательно относящиеся к ингушам, как великую тайну, сообщали лицам ингушской национальности, которым они доверяли, о том, что готовится какая-то акция против ингушей, и просили их, чтобы они уезжали в Ингушетию и как можно быстрее. Но ни один из ингушей не воспринял всерьез и не поверил этим предупреждениям, а зря говорит Плиев. Если бы ингуши действительно готовили какую-то агрессию, то ее организаторы обязательно позаботились бы о том, чтобы заблаговременно вывести из города Владикавказа любимца и патриарха народа, классика ингушской литературы Идриса Базоркина, который в первые же дни этнической чистки в Осетии был взят вместе со своей семьей в заложники. Если в действительности причиной конфликта была бы ингушская агрессия, то ее планирование, подготовки и времени, безусловно, знали бы в первую очередь ингуши, работавшие на руководящих постах в органах МВД Северной Осетии. Все они были арестованы одновременно 31 октября 1992 года на своих рабочих местах и в первые же дни конфликта после пыток и издевательств были найдены мертвыми и убитыми. Имена погибших: полковник Баркемхоев РС, подполковник Сукиев СМ, капитан Хучиев и многие другие. А также о готовящейся в кавычках ингушской агрессии должен был обязательно знать и даже планировать ее такой человек, как известный ингушский общественный деятель, пользовавшийся авторитетом среди ингушского населения пригородного района, председатель пригородного отделения Народного совета Ингушетии Адаскиев. Но он, ничего не подозревавший, как и многие другие, был взят в заложники в своем доме в селе Октябрьском вместе с женой и малолетними детьми. Судьба его до сих пор неизвестна. О подготовке ингушей агрессии против Северной Осетии непременно знали бы ингуши, находящиеся на руководящих должностях в Северной Осетии. Но все они также были взяты в заложники в своих квартирах и домах в городе Владикавказе 31 октября 1992 года. Это замминистра юстиции Северной Осетии Бахтиев Н, управляющий трестом Севосетин Трансстрой Баркемхоев М и десятки других. Свидетелями массового вынужденного из-за угрозы жизни исхода, вернее бегства мирных беззащитных ингушей из Северной Осетии являются не только прибывшие в Ингушетию в связи с развернувшимися событиями генерал Р. Аушев, М. Цычуев, М. Султыгов, полковник Р. Плиев, Б. Аушев, но и многие другие депутаты Верховного Совета Российской Федерации, прибывшие в Ингушетию и Северную Осетию в первые же дни Осетино-Ингушского конфликта. Им пришлось в течение 2 недель заниматься поисками, выводом и вывозом беженцев, плутавших в горах и лесных массивах. Только через Жайравское и Асиновское ущелье были выведены свыше 40 тысяч человек. Остальные почти 30 тысяч человек оказались фактическими заложниками у осетинских бандформирований. Хочу вам сказать, что сторона, якобы готовившая агрессию, не может оказаться в подобном положении, что само по себе свидетельствует и подтверждает о лживости утверждения руководства Северной Осетии о совершении ингушской стороны агрессии против Северной Осетии. Свое мнение вы можете оставить в комментариях. Всего доброго. До свидания.